Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня, как обычно, мы с вами обсуждаем новости уходящей недели. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. И эта новость облетела просто весь мир. Все мировые СМИ пишут об этой новости. И, конечно же, эту новость обсуждают в Европе, в частности в Словении, конечно же, в Украине и, безусловно, в России. За всю историю России было всего лишь две мобилизации. Первая мобилизация была в годы Первой мировой войны, вторая мобилизация была в годы Второй мировой войны, она же Великая Отечественная война. И с тех пор в России никогда не было никаких мобилизаций. И вот, видимо, по мнению правительства России, время пришло и объявили частичную мобилизацию. Весь интернет облетела таблица, в которой указаны категории мужчин, в какую из категорий они подпадают. В первую, во вторую или в третью категорию. Вы можете поставить на паузу это видео и внимательно ознакомиться. И, конечно же, началась очень большая паника в России. Мы это видим по количеству людей, которые пытаются всеми возможными способами покинуть территорию России. Раскуплены абсолютно все билеты, абсолютно в разные направления. Очень меня расстраивает коллективный Запад, который сейчас не хочет выдавать людям шенгенские визы и принимать людей, которые не хотят участвовать в этой войне, у себя на территории. Получается, что людей, которые не хотят воевать, им не дают возможности избежать участия в этой войне. Вот это меня очень расстраивает. И тем более меня расстраивает, что так или иначе Запад продолжает в той или иной степени покупать у России энергоресурсы, а также, например, продолжает покупать алмазы. То есть тем или иным способом Россия продолжает получать финансы. А, к сожалению, как всегда, с обеих сторон страдают обычные люди. Так или иначе, эта мобилизация коснется абсолютно каждой российской семьи, прямым или косвенным образом. Если не близкие родственники, то дальние родственники или какие-то знакомые подпадут обязательно под мобилизацию. Среди людей очень большая паника. Возможно, все люди уже читали и изучали в интернете пути, как можно выехать за границу, но считаю, что не будет лишним мой совет. Для людей, у которых есть шенгенская виза, можно покинуть, например, Россию, выехать, например, в Турцию или в Финляндию, насколько я слышала, они пока еще пускают людей по шенгенской визе, и потом приехать в Словению. В Словении есть возможность, имея шенгенскую визу, находясь в Словении, подать документы в какое-либо учебное заведение, и уже здесь, в Словении, дожидаться учебной визы. Так делают и делали очень многие мои знакомые. К сожалению, этот вариант подойдет не для всех, а только для тех, у кого есть шенгенская виза, и все-таки для людей, у которых есть деньги на учебу. В Словении учеба для иностранцев платная, и есть деньги на проживание, на питание, на аренду жилья. Но все-таки тоже как вариант кому-то может быть полезен мой совет. Многие люди едут на своих авто в Казахстан, и я даже слышала, что некоторые люди даже уезжают в Монголию. То есть люди не хотят, чтобы их призывали на войну. У людей началась паника, многие боятся выходить на работу, потому что сейчас появилось новое ноу-хау, и сотрудникам прямо на работе могут вручить повестку в военкомат.
обязывают работодателей вручать повестки своим сотрудникам. И многие сотрудники просят перевести их на удаленную работу. Также в метро стало значительно меньше людей. Многие люди пытаются избегать способ перемещения по городу общественным транспортом, потому что в метро, например, очень часто людей просто выхватывают, пробивают их по базе и стараются тоже их привлечь к этой мобилизации. И сейчас в метро стало намного-намного меньше людей. Это очень ощущается. Бронь от мобилизации, конечно же, получат депутаты, получат родственники депутатов бронь, получат бронь пропагандисты с телеканалов, радиоведущие, также получат бронь родственники пропагандистов. То есть люди, которые работают на власть, они, конечно же, получат бронь. Как сказали мои славянские друзья, они видят, что очень много людей выходят сейчас на протесты. И, возможно, из-за этих волнений в России что-то поменяется, что-то изменится. К сожалению, я к этому отношусь очень скептически. В России режим уже полностью стал тоталитарным, и любой мирный протест будет жестоко подавлен. И уже весь мир облетели кадры, как людей жестоко избивают. Но мои друзья сказали, зато весь мир видит то, что не все русские, не все россияне поддерживают эту войну. Но для меня это не удивительно, я и так знаю, что не все россияне поддерживают эту войну, и многие, конечно же, ее не поддерживают и не понимают, для чего она нужна. Моя подруга из Англии, она сказала мне, что она весь день плакала, смотря вот эти кадры, как женщин и безоружных людей избивают дубинками на демонстрациях, и как людей забирают на войну, и как они прощаются со своими близкими, со своими женами, детьми и матерями. Я не смогла подробно смотреть вот эти все видеоролики в интернете, потому что я просто не могу, моя психика не может спокойно на это смотреть, и я не хочу просто тоже сидеть и плакать перед экраном своего телефона. Украинская армия имеет очень большую мотивацию. Они готовы защищать свою землю до последней капли своей крови, в прямом смысле. Они знают, ради чего они идут на эту войну и ради чего они сражаются. Также Украина получает очень современное высокоточное оружие из-за границы. У этого оружия огромные военные возможности. А вот какая мотивация у российских граждан идти на войну, мне абсолютно непонятно. Если вы знаете, какая мотивация, то напишите мне об этом в комментариях. Я вижу, что люди могут пойти на эту войну только в двух случаях. Либо это какие-то контрактники, которые хотят заработать на этой войне, и больше они нигде не имеют возможности заработать. Либо люди боятся попасть в тюрьму и выбирают из двух зол, как по их мнению, например, пойти на войну. Хотя, как по мне, так это не меньше из зол стать убийцей. Российское государство в срочном порядке сейчас пытается присоединить оккупированные территории к России. Конечно же, эти территории, кроме России, ни одно цивилизованное государство не признает. И вот интересно, как будет проходить мобилизация на оккупированных территориях. То есть украинцы будут получать призывы на войну с Украиной.
То есть, понимаете, абсурд уже дошел до такой степени, логики абсолютно никакой нет. Ах, друзья, к сожалению, не могу закончить на какой-то оптимистичной ноте наш сегодняшний с вами разговор. Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, что вы думаете об этом, обо всем. Может быть, кто-то из вас видит какой-то оптимистичный выход из сложившейся ситуации. Делитесь, пожалуйста, своими комментариями. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайки. До новых встреч. Пока-пока.